Всем привет, меня зовут Бендер Ангелина, я выпускница НИШ ХБН города Петропавловск 2021 года. На данный момент я обучаюсь в Техническом университете Мюнхена. Пару месяцев назад я закончила бакалавриат и сейчас продолжаю обучение в магистратуре по специальности управления технологией с фокусом в промышленной инженерии. Да, я поступила в Назарбаев университет и даже проучилась там пару месяцев, но в сентябре 2021 года мне пришел оффер от ТУМа. Поначалу я сомневалась, все-таки это новая страна, язык и система, но решила рискнуть, и это решение открыло для меня огромные возможности. Когда я еще не знала, как все тут работает, но для себя я поняла. Да, мне сложнее с языком, да, я из другой страны, но в мотивациях и знаниях я ничуть не уступаю. Думаю, было бы реально, но точно было бы намного сложнее. Ниш дал мне огромную базу, а самое главное, он дал мне умение быстро учиться и адаптироваться, и это очень сильно мне помогло. Первое, что меня поразило, это масштаб всего. Я раньше думала, что такие большие компании работают очень просто, ведь у них много ресурсов, много опыта, но все оказалось гораздо сложнее. Оказывается, что каждая мелочь — это результат колоссальной работы, множества решений и ответственности. Один из самых интересных проектов, которые мы запускали в рамках учебы, это приложение для энергоконсалтинга. Это меня научило разработке продукта с нуля и до привлечения первых пользователей. Также это мне показало разницу между работой в маленькой компании и огромном производстве корпорации. Участие в школьных проектах и в Олимпиаде развило во мне лидерские качества, а также способность проявлять инициативу, когда никто об этом не просит. И это очень важный навык для работы в команде. Для меня важно было видеть продукт своей работы. Когда я вижу, как конкретная машина уходит с конвейера, я чувствую, что частичка меня в ней есть, и мои задачи реально приносят пользу и видимый результат. Такого я не видела при работе с цифрами и отчетами. Мне сложно сравнивать напрямую, но одно я могу сказать точно — это иерархия, а точнее практически ее отсутствие. В немецких компаниях, по крайней мере в тех, в которых я работала, практически отсутствует строгая субординация. Например, в Мерседесе даже генерального директора мы просто зовем по имени. И это, кстати, реально влияет на рабочую атмосферу. Я бы не сказала, что школа дает только теорию. Конечно, нас научили правильно планировать свое время, распоряжаться дедлайнами, и эти навыки вполне себе применимы в реальной жизни. Тайм-менеджмент, умение трезво оценивать свои силы и распределять их. В НИШ у нас было много обязательств, и я научилась совмещать их. Я думаю, я бы провела урок прикладной математики, потому что я считаю, что многие в школе не понимают, зачем им нужны эти косинусы, синусы, но на самом деле они имеют много применений в реальной жизни и в бизнесе. Я думаю, это зависит от университета. Тот университет, в котором я сейчас обучаюсь, Технический университет Мюнхена, является топовым университетом Евросоюза, а также входит в топ-30 лучших университетов мира. Поэтому, в принципе, все ребята, которые здесь учатся со мной, являются выпускниками лучших школ своей страны. Поэтому я думаю, что, в принципе, среда в моем университете очень походит на атмосферу в НИШ. Конкурентоспособную, амбициозную и с высокими ожиданиями. Тогда мне казалось, что всякие проекты, книжные клубы, танцы — это все просто лишняя нагрузка, и я бы хотела сосредоточиться на учебе, но сейчас я понимаю, что именно в этих активностях я развивала в себе мягкие навыки, а именно общение, работа в команде, инициативность. И это нисколько не менее важно, чем оценки. Могу сказать, что у всех лидеров, с которыми я пересекалась, есть одно важное качество — это умение говорить просто о сложных вещах. Например, когда они рассказывали стратегию компании на 5 лет, в простых словах, так, чтобы было понятно всем, всего за 2 минуты. Я бы сказала, не нужно сравнивать себя с другими, нужно сравнивать себя с собой вчерашним. Пусть поначалу будет казаться трудным, но самое главное — это иметь план и начать идти. Я сама когда-то мечтала о чем-то большом, но сомневалась в себе, вдруг у меня что-то не получится. И сейчас я буду очень рада, если мой опыт вдохновит кого-то мечтать шире и не сомневаться в своих возможностях. Когда я начала работать, я поняла, что очень важно уметь быстро адаптироваться, учиться на ходу и не бояться ответственности. В какой-то момент я осознала, что на самом деле эти навыки пришли ко мне еще с школьных лет. На данный момент у меня планы, конечно же, закончить магистратуру, ну а после дальше продвигаться в карьере в международной автоиндустрии. После этого я уверена, что смогу применить свой опыт и в других местах. Я очень верю в силу этого сообщества. Для меня это не просто платформа, это сеть людей, которые прошли через похожий путь и теперь могут помогать друг другу. Я надеюсь, что в будущем мы будем реализовывать
больше совместных проектов. Но мой посыл всем выпускникам: не стесняйтесь обращаться друг к другу. У нас очень мощная комьюнити, и не упускайте эту возможность.